Я житель города Цхинвали. У меня двое детей. 2 года, уже 2 года, как мы находимся на осадном положении. 2 года блокирует наш город и экономически, и политически, и всякими другими способами, методами. 2 года мои дети нормально уже не учатся в школе. Почему? Ихнюю школу в этом году разгромили. Все, что можно было сжечь, сожгли. Все, что можно было унести, унесли. У них были очень отличные компьютерные классы. Все они разобрали, взяли с собой или унесли. Телевизоры у них были в каждой продленной группе, тоже унесли. И нормально не занимаются дети. К нам милиция вошла якобы с гуманной целью, чтобы урегулировать здесь вот положение. На что они урегулируют, когда вошли они с оружием и ночью оккупировали наш город? Почему я, как жительница этого города, почему, как я мать 2 детей, не могу защитить своих детей с оружием, даже с оружием в руках? Потому что они у меня еще беззащитные, сами себя не могут защитить. А это инстинкт матери, это у нас заложено от природы. Я имею право защитить своих детей. Цхинвальский пансионат для преступников и инвалидов. За время оккупации в Цхинвальском пансионате престарелых и инвалидов 18 человек. 8 из них умерли от переохлаждения. Некоторых похоронили во дворе пансионата. Остальные лежат в помещении, из-за того, что нет гробов, не из чего их сделать. Кроме того, деревообрабатывающие станки стоят из-за отсутствия электричества. Место захоронения несчастных стариков из пансионата. Кладбище контролировалось грузинской, пришлось их хоронить прямо во дворе. А это врач пансионата, это Гагулеева. Зита, скажите, а что среди вот этих несчастных стариков, которые находятся в пансионате, есть и осетины? У нас в пансионате всех национальностей. В основном грузины и русские, украинцы, евреи. У нас проблема накормить и согреть. 3 уже января вот всего года наши престарелые начали умирать от холода и недоедания. Итак, на сегодняшний день у нас умерло 20 человек разных национальностей. Если бы мы знали, ну во имя чего мы умираем? Ради какой такой цели? Против наших окон, вот эта улица Карла Маркса называется. Вот тут проезжал БТР, 2 БТР. Один так побольше БТР, а другой поменьше был. С беспорядочной стрельбой, пока одиночные выстрелы были. И вот там, недалеко от больницы, типа такого пикета там стоит. И они обстреляли этот пикет, потом заехали во двор областной больницы, начали кружить вокруг областной больницы и обстреляли нашу больницу. Одна из пуль, как будто специально, где самые тяжелые больные, это реанимационное отделение, попала пуля сюда. Как будто специально в реанимационное отделение. Пуля вот прошла оттуда вот, через окно, пробила вот шкаф и через вот это в лифтовую дверь. Да. Почему мы решили, что это БТР МВД Грузии? Потому что МВД СССР, войска, которые стоят, они мирное население не обстреливают. А из этого БТРа постоянно бывает стрельба. Да, вот они ночью ездят. И вот по всем улицам патрулируют, и начинается беспорядочная стрельба. Очень трудно об этом говорить. Я своих матерей, братьев, детей нашего народа. Очень тяжело, что в наше время, когда вот именно демократия, гласность, перестройка, нам приходится ютиться по гарнизонам. Наши дети вынуждены скрываться от пуль грузинских неформалов. Много бы я хотела рассказать, но я хочу, чтобы конец пришел всему этому. Мы ни в чем не виноваты. Наш народ, трудно говорить мне очень, но вы знаете, мы ничего ни от кого никогда не хотели. Мы не хотим жить вне советской власти. Мы не хотим жить вне Советского Союза. Лично я так, свое мнение, свои слова. Я выросла в Советском Союзе. Я хочу умереть в Советском Союзе. Я хочу, чтобы мои дети выросли там же, где и я. Я не хочу никакой грузинской империи. Я хочу жить в Советском Союзе со своими детьми. И пусть мне дадут на это какое-то право. Я не хочу
Мои родители прятались и свою смерть встречали на старости лет на коленях перед пулями. Не хочу я этого, и никто этого не хочет. Я не хочу, чтобы наши дети вот так вот... Успокойтесь. Это невозможно. Вы посмотрите, что творится. Что это такое? Вот вы видите, дети. Смотрите, не работают, Да, слушай, не учатся. Вы поймите, 20 век, слушай, это же варварство. Пришли и стреляют в безоружных людей. Что это такое? С собаками, как эти захватчики. Это же хуже захватчиков, слушай. Это, я не знаю, это геноцид, видимо. Первой жертвой вторжения стал 80-летний Колиев. Его дом обстреляли, и старик посмотрел в окно, чтобы выяснить причину шума. Он увидел вооруженных людей с засученными рукавами, с овчарками на поводках. Незнакомцы стреляли в дома, разбивали прикладами двери, натравливали собак на женщин. Старику сделалось плохо. Он лег на кровать и умер. Сердце не выдержало. Колиева похоронили в его собственном огороде. Хоронить мертвецов по осетинскому обычаю пришельцы не позволяют. Кладбище в их руках. И что они сделали с могилами, пока неизвестно. Сегодня хоронят погибших от пуль. Часа ночи с сигналом машина «Жигули» заезжает здесь к нам во двор. Ребята вытаскивают, мы выбежали уже из помещения. Ребята вытаскивают человека, полураздетого уже. Вытаскивают его, мы на носилке его смотрим, парень весь в крови. Посадили его, вернее, положили на носилки и в скорую помощь, и мы быстрее, оказывая помощь в машине, поехали прямо в больницу. По дороге, когда мы подъехали к институту, в педагогическом институту, там как раз у них недалеко пост находится, нашу машину обстреляли. Грузинский пост был, да? Грузинский пост, машину обстреляли, и медсестра падает на этого больного, и товарищ тоже, который сопровождал наш, он тоже, естественно, испугавшись, лег на этого больного. Мы приезжаем, проехали дальше выше, и около бани, там тоже недалеко от поста, находятся частные дома. И из частных домов снизу и сверху эту машину опять обстреляли. Нам просто повезло, и мы проехали дальше. Привезли его в больницу, он мертвого человека, привезли уже в больницу. Он был ранен в шею, значит, крупнокалиберным пулеметом, пулей крупнокалиберного пулемета в шею. С левой стороны пуля вышла прямо справа. То есть его задела весь позвоночник, естественно, там шейные позвонки были раздавлены. Боевики, экстремисты грузинские напали на деревню, на нашу деревню. У них были ружья, обрезы. И к ним подошли люди, говорят, спросим, что им надо. И они начали стрелять. Троих сразу убили. Казьева, Владимира Казьева, Садула и жену Казьева Владимира. Старики по 35-го года рождения. Потом обошли деревню и сожгли 2 дома. Полностью сгорели 2 дома. Пухаева Кузьмана и Кисьева Дмитрия. Потом обошли дома, там у кого что нашли, они все забрали и уехали. А с вами что случилось? А меня ранили в руку, здесь в плечо и в ногу. Ночь на 11 сентября 1991 года привезли тяжелобольного Кулубекова Сурикова Владимировича из дома 15 по улице Гафеза. По улице Гафеза. Каково состояние больного, какое ранение он получил. Пожалуйста, Николай Григорьевич. Вызвали ночью, это был часиков 4. Приехал и больного застал на операционном столе. Состояние больного был крайне и сейчас в крайне тяжелом состоянии находится.
давление было 50/0, пульс не определялся, получил сквозное пулевое ранение живота, подготовили сразу же, начали оперировать, обнаружили повреждение кишечника. Во многих местах просто разорвана тонкая кишка, во многих местах повреждения и тонкого кишечника, переломы тазовых костей. Ну, оперировали, удалили все это. Сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Спасибо вам. Желаю вам хорошего, творческих успехов. Отпросил следователь Жакмухаметов. Пойдемте, когда посмотрим. В газете вот писали, как ваша мать? Я Хачиров Владимир Васильевич. Повернись. Снимите, пожалуйста. Сейчас. Ломом. Супруга, да? Нет, это нам просто. Ой, не помашивайте. Кино будем снимать, кино сейчас, вы рассказываете. Пожалуйста. Рассказывайте. С чего начать? Как нас поймали, что Нет, было? это просто... Как избивали? Да, как факт сам только факт. Они остановили нашу машину, впереди нас согнали этот подъемный кран МАЗ в селение Курта. И нас оттуда за волосы вытащили, нас было 4 человека в машине. И нас начали избивать. Их было человек 70-80. Потом нас поволокли в другое место. Они были вооружены, человека 5 или 6 у них были автоматы, у кое-кого были пистолеты, ножи. Нас избивали. Нас избивали прутьями, ломами. Вот. Завязали нам глаза, свезли в другое место, там еще добавили. И мы их спросили, до каких пор это будет продолжаться. Они нам сказали, что вы еще об этом спрашиваете. Сейчас вот поехали за бензином. Они говорят, привезут бензин, и мы вас здесь подождем, и здесь сгорите. Ломом мне вот здесь руку проткнули, пожалуйста, можете посмотреть. Здесь то же самое, ноготь вырвали, палец сломали. Здесь... То есть они жестоко издевались? Не, это издевались, это уже не то слово. Да. Так, это было в какой местности? В селении Курта. Не Курта. Вы ездили туда с какой целью или вы там проживаете? Нет, мы в Джаве восстанавливаем разрушенные от землетрясения дома. Дома. То есть и вы были рабочими? Да, рабочие. Да. Ясно. Не успели нас сжечь. Наши ребята кого-то захватили тоже, и взяли и нас обменяли. Вас было 3? Нас было 4. Вас и всех 4 вот так. Нет, в этот день поступил 11 человек. В моей машине, в моем самосвале. У них. А так 11 человек поступил. Остальные я не знаю. Остальных тоже избивали? Еще они хуже. Тоже находятся на лечении? Да. Находятся, но они... На втором этаже все. Мы находимся в упорке больного Кулубекова, который получил огнестрельное оружие в ночь на 11... Ранение. То есть, извиняюсь, огнестрельное ранение в ночь на 11 сентября 1991 года в доме номер 16 по улице Гафеза. Со мной есть значит, врач, лечащий Харибова Жанна. Реаниматолог. Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии больной Кулубеков? Значит, больного доставили полчаса назад с операционной. После операции, значит, лапаротомии, ушивание дефектов кишечника. Состояние больной на сегодняшний день крайне тяжелое пока. Давление держится в пределах 70/50. Ну, гемоглобин пока держится в пределах 110. Больному переливается кровь, кровезаменители. Ну, состояние пока, в общем-то, тяжелое. Вы рассказали подробно, что у него было повреждено? Да. Да. Я еще подчеркнул. Как-то ударить. Чисто
Хотаева Дзяна, здесь работаю уже всю вот эту положение, я уже тут нахожусь. У этого парня, значит, огнестрельное ранение нижней треть левого бедра, нет, левой голени и верхней треть левого бедра. Там, значит, осколки, сейчас они будут сегодня удаляться, 3 больших и много там маленьких. Ну, пока, наверное, большие должны удалить потом. То есть вы, я так понял, вы обороняли город от массивных, значит, орудийных выстрелов со стороны грузинских экстремистов, да? Да, я живу в этом. Вы живете в этом доме? Да, в этом доме. Ясно. Я даже им сказал, я говорю, с 5-го до 4-го этажа, я говорю, спускается по лестнице в подвал. Я говорю, да я ведь тоже видел. А потом Миша мне говорит, а что говорит подвал? Что поможет, вроде бы вот так он сказал. Ну потом они сели пить чай, муж сидел он на кушетке, он больной, уже 3 месяца лежит, не 3, а 4-й. Лежит больной, он участник войны. А потом в это время я раз зашла в ванную комнату и не успела прикрыть двери, как сразу вот это грохот. Выскочила оттуда, уже бежит, Еля. Думаю, что случилось? Я слышала вот это грохот, но все-таки не верила своим ушам. Она уже лежит тут без жизни, прямо, знаете, в сердце. Что за пуля было, не знаю. Я еще хочу ее поднять. Елла, я говорю, что с тобой, Елла? Но она уже все, ни слова не сказала. А он бегает туда-сюда. Она в луже лежит, вот тут. А муж сидит тут на диване и горит. А я смотрю и на нее, и на него. Думаю, кому помочь? Потом сразу ее хочу поднять. Елла, я говорю, моя девочка, давай, вставай. Какой вставай? Она уже все, была мертва. Сразу смертельно ранили его. Смертельно. А потом подошла к мужу и поднимаю его. Он сидит в этой и горит. Вокруг горит. Вокруг, представляете? Вокруг горит. Он-то больной, у него ноги болят. Я кое-как его вытащила. Кое-как. И я его спрашиваю, я говорю, да, у тебя рука переломана? А он говорит, нет, говорит. Наверное, сразу он не понял, что это. И потом подняли ее, там какой-то сосед ворвался сразу. И подняли его, потушили. Там кое-что выбросили. Там подушки от дивана выбросили на улицу, и там их потушили. А невестка была беременная, да? Она уже в декрете 8 месяц. Вот в числах 15-17 мая должна была родиться. Вот так и нам повезло. Мы так этого ожидали. Так мы этого хотели. Муж так хотел вообще этого. Всегда он мне говорит, что ее не надо обижать, ее не надо нервничать. Что хочет кушать, покупай. Хотя сейчас вы сами знаете, с питанием очень трудно.